Комиссия обходит все АЗС и АГЗС. В первую очередь проверяют наличие документов, подтверждающих легальность предприятия и соблюдение правил безопасности хранения и сбыта горючего. На таких объектах игнорировать эти меры опаснее всего. Владелец этой заправочной станции тут же предоставляет все документы, налоги платит исправно, с отчетами о составе бензина и его качестве все в порядке. Вроде вопросов нет, как и у уголка потребителя. Клиенты этого требуют. И что требуют клиенты, это для нас закон. Конечно, мы устраним все наши неполадки и все нарушения закона. Сделаем обязательно. Уголок потребителя – один из самых важных информационных стендов на предприятии. Покупатели обязаны знать о качестве употребляемой продукции и его происхождении. Также, если у них появятся претензии, нужно им предоставить книгу жалоб или номер горячей линии, которая тоже висит на уголке потребителя. Нарушая этот факт, предприниматели игнорируют своих покупателей, что плохо сказывается на самом ведении бизнеса. И таких случаев много. Например, следующая заправка «Автосила» не то чтобы не имеет уголок, также не может предоставить документы без руководителей. По данной заправке мы видим, что очередной раз приходится звонить руководителю, выяснять, кто руководитель. По факту вот этот уголок потребителя, если висел бы, там висит именно ИНН, собственник, все, владелец. Дальше наш представитель комиссии проверяет, сверяет, все в базе легально работает. Тут вот приходится ждать, выяснять, в итоге пока еще неизвестно. Игнорируя права потребителей, владельцы заправок усложняют жизнь как клиентам, так и самим себе. На этот раз нарушителей не штрафуют, а просто предупреждают. А вот эта станция может стать примером для остальных. На видном месте уголок потребителя с маркировкой всех видов продаваемого топлива, а также другие документы. На территории, когда ты заходишь внутрь здания, то ты просто подходишь к уголку потребителя, и все, что тебе нужно, есть вывесено на стенде. Нарушений не выявлено и на следующей точке. На руках все необходимые документы. Комиссия продолжает проверку. Она создана по поручению главы республики. В ее составе представители налоговой службы, инспекции труда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и Минпромсвязи. Провели 10 проверок, 10 мероприятий по мониторингу деятельности АЗС. Из них, из 10, только по 3 заправкам незначительные замечания. Остальных, пользуясь случаем, хотел бы попросить, чтобы руководители данной заправочной станции легализовали свою работу и в установленном законном порядке проводили продажу горюче-смазочного материала и продажу пропана и метана. Цель рейда не наказать, а побудить бизнесменов легализовывать свои предприятия. Комиссия напоминает, проверки пройдут до конца января, а далее нарушителей ждут штрафы. Заправочные станции даже могут закрыть, если ситуация не поменяется. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.